Мотоцикл – это небезопасный вид транспорта. На нем легко можно попасть в дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями, отмечает младший инспектор батальона «Юг» Национального инспектората патрулирования Игорь Будей. Поэтому родители в первую очередь должны больше уделять внимание своим детям, которые садятся за руль мотоцикла без соответствующего обучения. Вид транспортного средства, он не особо безопасный, то есть более многовероятно, что травматизм вероятен, да, совершение ДТП, потому что он является на двух колесах и очень опасно. Поэтому, обращаясь к родителям, у которых есть детей, которые не защищали экзамены на водительское удостоверение категории А и не имеют водительского удостоверения, чтобы не пускать их за рулем такого транспортного средства. В случае, если выявляются такие нарушители, которые не достигли 16-летнего возраста и управляют мотоциклом, могут быть оштрафованы. Также не имеют права кататься на автомагистралях и главных дорогах города велосипедисты, не достигшие 14-летнего возраста, отмечает главный инспектор службы профилактики отдела общественной безопасности Кристина Метеогла. Госпожа Метеогла привела статистические данные, связанные с правонарушениями при вождении мотоциклов за 2015 год и отчетный период 2016 года. 2016 год сотрудниками дорожной полиции были привлечены 7 несовершеннолетних молодых лиц, которые достигли 16-летнего возраста, за управление мотоциклом без водительского удостоверения. То есть лица, не достигшие 16-летнего возраста, лица, не достигшие 18-летнего возраста, не имеют права управлять мотоциклом. Хочу также акцентировать внимание несовершеннолетних и их родителей на том, что велосипедисты, не достигшие 14-летнего возраста, не имеют права, запрещено им кататься на велосипедах на автомагистралях. То есть центральная дорога М3, то есть это улица Ленина, Камарата, ну и дальше дорога, автотрасса М3. Лица, не достигшие 16-летнего возраста, лицам, не достигшие 16-летнего возраста, запрещается управлять скутерами и мопедами. Госпожа Метеогла также обратила внимание на те моменты, которые должны соблюдать водители мотоциклов, даже если они вправе этим видом транспорта управлять, дабы избежать на дорогах непредвиденных обстоятельств и обезопасить свою жизнь и жизнь других людей. Дабы избежать несчастных случаев, так как наша деятельность сотрудников полиции направлена на сохранность здоровья и жизни людей, населения в целом, а тем более несовершеннолетних детей. А что думают по этому поводу камрадчане? Хочу сказать одно. Самый небезопасный транспорт – это человек, потому что любой мотоцикл, любое транспортное средство находится в руках человека. И как человек с ним поведет себя, так оно и будет в его руках действовать. Железяка, мотоцикл, машина, любое транспортное средство – это всего лишь железяка. И если она попадает в неумелые руки, оно таким же образом неумело используется. Это очень опасно. Вот мой внук, его искалечили на мотоцикле в пьяном виде. А что делается вот там у озера? Целую ночь до часу ночи одни мотоциклисты. Я там живу. Одни за другим. А где хотя бы один дежурный милиционер, там его нету. Чтобы остановить. Может быть, они даже пьяные. Никого нет. Думаю, что это очень опасный транспорт. И как они гоняют, есть какие-то правила, видимо, чтобы как ездить, что делать. Я считаю, транспорт мотоцикла очень опасно. И им нужно соблюдать технику безопасности, правила движения, чтобы меньше было дорожных травм. Мотоцикл опасно для детей, смотря сколько лет этому ребенку. Потому что у нас привыкли, что у меня один сын, я ему куплю машину или мотоцикл. А прежде чем купить, надо, пускай он учится, ездит. Правила дорожного движения, там, одеться, там, защитные
подколенники, под шлемы, все. Чтобы избежать несчастных ситуаций на дорогах, водители мотоциклов должны использовать полную защитную экипировку – шлема, мотокуртки, перчатки, всегда смотреть далеко вперед, заранее просчитывать свою траекторию движения, быть очень осторожным при обгоне фур и крупногабаритных машин. Перед поездкой обязательно проверять основные технические показатели своего мотоцикла.